апреле этого года жильцы дома по адресу город Якутск, улица Дзержинского, дом 8, корпус 2, были возмущены суммами, выставленными квитанциями ресурсной организации «Якутск-Энергосбыт» столицы Якутии. Суммы составляли от 15 до 41 тысячи рублей. Оказалось, что это счета за отопление, начисленные по общедомовому прибору учета согласно постановлению правительства России за номером 485 от 2017 года, согласно которому начисляется потребление тепла по ОДПУ всего дома с 2020 года, из прошедшего 2021 года и текущего 2022 года. Рассчитывается сумма ресурсной организации согласно правительственному постановлению. Только почему-то ресурсная организация забыла об этом известить собственников дома по улице Дзержинского. Надо сказать, и сейчас ресурсные организации и Министерство жилищно-коммунального хозяйства Якутии не проводят никаких общедоступных разъяснений по этому вопросу, хотя обязаны по Жилищному кодексу России. Собственник квартиры может обратиться только непосредственно лично и получить консультацию по данному вопросу. Я был в ПАО ДЭК «Якутск-Энергосбыт» и не раз по поводу перерасчета по ОДПУ могу сказать следующее. Действительно, нам насчитана достаточно серьезная сумма. На сегодняшний день я получил квитанцию по сентябрь месяц, с января по сентябрь. Моя общая задолженность составляет 53 тысячи рублей. И из этой суммы 53 тысячи, 32 тысячи составляет перерасчет. Из них 18 800 рублей это перерасчет за 2021 год по ОДПУ нашего дома. Но 18 тысяч это за 2021 год. И оказывается 8800 это тоже ДПУ за 22 год, за 3 месяца. В принципе, смотрел тарификацию, которую очень сложно насчитывается согласно постановлениям правительства 485, достаточно сложная штука. И могу сказать следующее. Ну, сами вздумайтесь, я грубо 9 месяцев не платил, мне насчитали 53 тысячи рублей. Из них 32 тысячи это только за 21 год и начало 22 по приборам ОДПУ. Только потому, что у меня старый дом, которому не было 50 лет капитального ремонта. Но мое мнение простое. Здесь что-то не так. Выходит, спасение утопающего – это проблема самого утопающего. Поэтому собственники квартир обратились в надзорные органы Якутии, прокуратуру и Управление государственного строительного и жилищного надзора. В марте месяце, в апреле месяце у нас куча обращений граждан было по поводу положительных перерасчетов со стороны Якутсэнерго по теплу. И по всем этим обращениям граждан мы провели проверки. В текущем году сложность проведения проверок была в том, что постановлением правительства установлен мораторий на проведение проверок, и все проверки приходилось согласовывать с прокуратурой. Проверку мы проводили в 3 подхода. Сперва просто документально, то есть запросили документы у Якутсэнерго и посмотрели, потом запросили ответные документы у управляющих компаний, после этого провели 3-м подходом выездную проверку в офис Якутсэнерго. По итогам проверки выяснилось, что до 2021 года за отопление оплату рассчитывали по нормативам. Начиная с 1 января 2021 года счета выставляли уже не по нормативам, а по среднемесячным показателям. И, соответственно, оплата упала, ежемесячная оплата немножко снизилась по теплу как раз. И, соответственно, по фактическим показателям, когда фактические показатели общедомовых приборов учета посмотрели, то, соответственно, выяснилось, что дом потребил больше тепла, чем люди оплатили. И, соответственно, в соответствии с законодательством ресурсоснабжающие организации в первом квартале произвели перерасчет, и, соответственно,
так как дома потребили больше тепла, чем было оплачено в течение года, соответственно, пошли положительные пересчеты. Проверка не выявила явных нарушений, но показала одну закономерность. Дома старой постройки имеют большие проблемы по отоплению и потере тепла, и поэтому счета по общедомовым приборам учета насчитывают большое количество потребления тепла. И многое зависит от самих собственников многоквартирного дома. Они должны следить за работой управляющих компаний, которые обслуживают дом. Так как при прямых договорах на оплату тепла управляющая компания и в частности Якутская ТЭЦ, подающая тепло в дома, не заинтересованы в контроле и экономии потребляемого тепла жильцами дома. Отрицательным моментом перехода на прямые договора является то, что управляющая компания уже становится не заинтересованным лицом экономии тепла. То есть они уже не регулируют отопление внутри дома, и получается, что идет перетоп. Люди сами регулируют температуру внутри квартиры, открывая и закрывая форточки. Хотя, по идее, управляющая компания должна в зависимости от температуры окружающей среды регулировать в узле ввода температуру теплоносителя внутри дома. Этого, к сожалению, не делается, так как при прямых договорах данным вопросом должно заниматься ресурсоснабжающая организация, которая фактически эту работу не делает, не заходит в дома и не проверяет температуру внутри дома теплоносителя. И, соответственно, вот перетопие происходит. А в тех домах, где управляющие компании сами остались получателями средств за тепло, они ежедневно эту работу проводят. И в этих домах, если посмотреть, из того перечня обращений граждан, которые к нам поступило, из таких домов практически обращений к нам не поступало. Тут надо работать со своими управляющими компаниями, чтобы они все-таки наладили работу по экономии тепла, то есть регулировали тепло внутри дома, чтобы в квартирах не было так жарко, чтобы открывать форточки. Также в процессе отопительного сезона они следили за тем, чтобы входная дверь закрывалась как следует. Все вот эти окна также были закрыты, чтобы все-таки экономить как-то тепло. Вот иногда бывает, что заходишь в подъезд дома, а там как в бане, натоплено как в бане, зато дверь открытая стоит. Благодаря фонду капремонта Якутии этим летом в доме по улице Дзержинского, дом 8, корпус 2, начался капитальный ремонт дома. Это и есть выход из положения для дома 1976 года постройки. Вот сейчас больной вопрос нашего дома – это начисление по ДПУ. Но на сегодняшний день пока он не работает на время капремонта. Я правильно понял, идет новое оборудование, да? Идет согласование, да? Нет, согласование уже есть. Мы заказали оборудование. Это практически конец сентября нам согласовали. А здесь шайбы какие-то должны стоять. Просто от этого зависит перетоп, я так понимаю. У нас теперь... Шайбы ставится вот этот заводской элеватор сам получается. И здесь у него сопло есть. Его заводское сопло уже сам поставщик теплоэнергии меняет по расходу получается. И шайбу ставится вот сюда вот. То есть это еще ТЭЦ должен сделать, да? ТЭЦ, да, конечно. Мы как этот установим полностью оборудование, они подойдут, все сделают. А сейчас считается по ним или так, пока учета нету, да? Пока учета нет. Понял. Уже произведена замена отопления и укрепление фундамента дома. Предстоит замена водоснабжения дома, ремонт фасада дома с утеплением междомовых швов и замена кровли дома. Вот нам объясните, что я принимаю сейчас. В данное время вы сейчас принимаете систему отопления и капремонт фундамента, который мы сейчас посмотрели. В данное время ведутся работы по канализации и по водоснабжению. Они будут приняты позже по завершению. Понял. Да, на него будет отдельная комиссионная приемка. То есть это отопление касается
подвода сюда тепла и появление в самих комнатах, на батарее, да, подводка? Да. Ага. И при этом распространяется гарантия 5 лет, я правильно понимаю? Да. То есть гарантийное обязательство это у подрядчика перед фондом. Ну Перед все. фондом. Ну, в любом случае... С управляйкой, да, работать будете, если что? Да. Управляющая компания после подписания вот комиссионной приемки, да, Угу. управляющая компания уже берет на обслуживание. Уже дальше уже управляющая компания будет обслуживать. В случае, если каких-то дефектов, да, выявленных при капремонте, то есть управляющая компания, либо жильцы должны обратиться в фонд, чтобы мы уже дальше уже отрабатывали с подрядной организацией на основании гарантийных обязательств. А какие здесь были трудности, вот, кроме вот здесь, да, вот, при прокладке или еще какие? Чтобы наши жители знали, почему им так плохо было. Здесь же наледи, они от отопления же собирались. И от отопления, и от системы водоотведения, от канализации. Сейчас канализацию поменяем, то наледи не должно быть, да? То есть вот это вот причина здесь разрушения свай, плит, оголовников, да, это результат того, что все эти годами вот из-за протечек, они вот начинают бетон разрушаться. Вот если даже есть исключительные несколько домов здесь, да, в Якутске, которых вообще никогда не протекало. Вообще, Что такие есть, да? есть такие дома, да? И если на них обратить внимание, там вообще бетон нигде не разрушен. Например, это яркий пример, какой дом, Ярославского 7. Там с года постройки, с 80-х годов, там протечек вообще не было, либо его устраняли своевременно. У жильцов есть надежда, что после капитального ремонта общедомовой прибор учета дома начнет работать на благо жителей по фактическому потреблению тепла с низкими значениями. Опыт, который получили жители дома, говорит одно – жильцы дома должны следить за своей собственностью сами. СМИ телепрограмма «Точка взаимодействия» теперь имеет возможность создания имиджевых телепрограмм с дальнейшим размещением на телеканалах и в социальных сетях. СМИ может организовывать прямые эфиры и трансляции с 3 камер в интернет с сочетанием других программ типа Zoom. Или приедет и поможет записать ваше мероприятие с 4 камер. Если у вас нет помещения, мы поможем подобрать его для вас. Подробности на сайте Округ ТВ. Видеоматериалы СМИ телепрограммы «Точка взаимодействия» вы можете увидеть на YouTube-канале Округ ТВ, а на своем телефоне или на компьютере набирайте Округ.ТВ, смотришь и комментируешь.